Кумыс в представлении саха является священным напитком символов Ильге, белой благодати изобилия. Во время церемонии кумысопития через распитие кумыса осуществляется приобщение людей к высшим таинствам бытия. И в этом году на церемонии кумысопития впервые был проведен Международный фестиваль предзнаменования белой благодати. Я с начала 90-х годов занимаюсь именно праздничной культурой. И очень рада, что вижу, как развивается наш праздник. А сегодня мы находимся на Тюгюльге Нюрбинского улуса и уникальном участвуем обряде, который называется, если перевести на русский язык, предзнаменование белой благодати. Это женский обряд. В нем участвуют женщины, которые должны нам предсказать, что будет на следующий год. Именно белой пищей. Это очень важно. Вот. И приятно отметить, что именно впервые реставрировали, восстановили этот обряд и показывают здесь, на Нюрбинской земле. Восстановила его Евдокия Степановна Сергина. Большая группа здесь работала. Женщины, что мне нравится, как участвовали все добровольно здесь, потому что всем хочется, чтобы именно в их туисе, берестяной посуде вышла вот эта пена. Пена кумысная – это своего рода символ Ильге, бесконечности человеческой жизни и, самое главное, плодовитости. Поэтому женщины, у которых, пены вбивается кумыс, считается, что они приносят нам в этом году удачу, счастье. Семьи, родственники могут радоваться тому, что у кого-то явно будут дети. Вот. Поэтому это женский обряд, который, к сожалению, выпал когда-то из комплекса традиционной праздничной обрядовой культуры. Но сегодня вот на Мархинской земле мы его восстановили. И еще, пользуясь моментом, что я здесь, хочу сказать о том, что большое спасибо администрации Нюрбинского улуса, большое спасибо всем жителям, которые с такой любовью, от всего чистого сердца приходят на этот праздник и радуются тому, что у нас такое здесь солнце, ощущение того, что мы все вместе. Моя же миссия была в том, что я приехала сюда на презентацию книги вместе с нашими казахскими коллегами. Хочу сказать о том, что книга называется «Кумысный праздник степного мира». Да. Я просто хочу сказать о том, что это первый этап сотрудничества казахских и якутских ученых. Я очень надеюсь, что наше культурное, научное сотрудничество будет продолжаться. Это будет первая презентация в Нюрбе на территории Республики Саха-Якутия книги, которую мы написали совместно с Екатериной Назаровной Романовой, вашим известным ученым, известным российским этнографом, доктором исторических наук. Книга называется «Кумысный праздник степного мира Евразии. Лейтмотив памяти и идентичность». Лейтмотивом кумысного праздника был культ поклонения солнцу восходящему. В нашей культуре у казахов сохранилось такое понимание, как «жерана» – мать-земля, и «кун-ана» – мать солнца. И сейчас вот в вашей культуре эти перекликаются эти мотивы. Эта книга посвящена народам, которые сохраняют эту культуру, начиная от народов Поволжья, это башкиры, самые северные коневоды Азии, саха, буряты, казахи, кыргызы, до сих пор сохраняют эту традицию. Поэтому мы бы хотели сказать, что вот эти народы в своей идентичности, в выражении этой идентичности, они хранят традиции тысячелетней культуры, кумысной культуры. Издревле предки народа саха являлись искусными коневодами, являются единственным народом в мире, который развил табунное коневодство, соответственно распространил культуру евразийской цивилизации не только за полярным, но и на самых дальних восточных окраинах России. Поэтому неудивительно, что основной целью данного проекта является презентация обряда кумысопития и народам других национальностей. Вот сегодня мы оказались в таком чудесном празднике. Это Ысык.
Это еще плюс белая благодать. У казахов это ахмол. И еще это поразительный праздник. Понимаете, многие хотели бы оказаться, казахстанцев, здесь и встретить солнце, и увидеть вот эти прекрасные танцы ваши. Просто очарованы том, что везде у вас присутствует дух земли, дух воды, дух ветра. Ну, все вокруг живое. Это у нас кумысопитие, вот то, что у вас я увидел, у нас забыто. Но я думаю, она возродится. Почему? Потому что это коневодством занимались. Но мы пришли увидеть здесь группу ученых и хотели бы вернуть обратно эту традицию. Именно вам, народ Саха, удалось сохранить древнейшую вот эту традицию. У вас развита кумыс, по вкусу он сладковатый. Но я думаю, это мне объяснение, это объясняется изобилием трав. У вас очень высокие травы, вот зелень, пастбище. Здесь белые, халкаган аккамызда карамая. Карамая это значит черные, вот это. Потом, а здесь белые, потому что у нас обрабатывает это саба. А здесь у нас там огнем, там многие вот эти растительные вот эти деревья есть, мелкие кустарники. И вот обрабатывает. Поэтому у нас жир темный, у вас светлый. Но вы знаете, у вас все светлое, все белое, и даже кумыс, наверху вот этот каймак, этот жир, она тоже белая. Все соответствует, все прекрасно. В Якутии изготовление кумыса, кисломолочного напитка из кобыльего молока, полученного в результате молочно-кислого брожения, имеет самые древние корни. В современных реалиях праздник Исых является праздником дружбы народов и консолидации самых различных общественных сил. На самом деле на земле народа Саха уже 4-й раз. Я была 3 раза на Эхе Тоймады. Я была, конечно, потрясена размахом, масштабом праздника. Да? Сегодня мы находимся на земле Нюрбы. И здесь вот сейчас происходит женский обряд предзнаменования белой благодати. Хочу сказать, что вообще женская составляющая в кумысных ритуалах имеет очень важное значение. Сегодня мы видели обряд, с одной стороны, содержащий в себе такую мантическую практику, гадательную практику, когда женщины, вот взбивая кумыс, должны были предугадать, каким будет новый наступивший год. У казахов женские обряды тоже существуют в рамках кумысных церемоний. У нас 2 праздника. Хамазмурундук, весенний, который начинается в мае, июне. И последний, Сергей Жияр, он проходит в сентябре. И у нас очень 3 важных аспекта. Во-первых, на кумысных праздниках первыми пьют кумыс женщины. И последними на осеннем празднике пьют кумыс женщины. И есть такое представление, что если выпьет и первый кумыс, и последний кумыс женщина, то считается, что биевайлар купполар. То есть вот жеребят на привязи станет больше, соответственно, кобылиц дойных станет больше. И у нас есть еще такое представление, что женщина почтенного возраста или совсем несовершеннолетняя, камилет кижет пеген кыз, она должна выпить последний кумыс.
Есть еще один очень интересный обряд. Если у вас тут игры Дыгына, семиборье и борьба, и все соревнования проходят мужчины практически в такой открытой униформе, да, то у казахов сохранился очень архаичный вид соревнований катын күрес, женская борьба. Она сохранилась у казахов и у башкир. И вот катын күрес – это непременная составляющая, собственно, кумысной традиции. У саха, у народа саха, надо отметить полное, цельное сохранение вот этого обрядового кумысного комплекса. Чего на самом деле, конечно, часть мы утратили. Но я хочу сказать, что сама кумысная традиция возникла очень давно, с момента доместикации лошади. Сегодня археологи, археогенетические исследования говорят о том, что лошадь доместицировали в неолите, в эпоху неолита, меднокаменного века. Вот представьте себе, как глубоко заложена эта традиция. И прошло столько веков, тысячелетий, и мы до сих пор, потомки степных народов, сохраняем эту традицию. Поэтому я бы хотела пожелать народу Саха, народу Нюрбы, замечательной, красивой очень земли, продолжать сохранять свое нематериальное культурное наследие. Таким образом, церемония кумысопития становится визитной карточкой Нюрбинского района. Его уникальность состоит в том, что этот древний традиционный обряд может рассказать и, главное, показать культуру целого народа, его мировоззрение, историю. Страны, вот сегодня с нами Монголия, с нами сегодня Казахстан, Кыргызстан. И вот мы считаем все говорят, не только мы, да, что мы народ тюркского происхождения. И слова вот 2 дня мы с Казахстаном вместе. И схожие слова, схожие традиции. Все мы боготворим культ коня, боготворим вот наш благодать, кумысопитие, да. И дальше мы, чтобы это испокон веков проведенные обряды исполнялись, чтобы наша природа была нами довольная. Я дорогим гостям, нашим жителям Якутии хотела бы наша восьмигранная земля наша приняла всех нас 4 ветрами, 4 духами, 4 священными дорогами. Я хочу, чтобы у всех было, нам и вам, мы все желаем мирное небо над головой.